Придете, пожалуйста. Протокол составляется Пройдемте, пожалуйста. Я вам еще раз говорю. Отказываетесь законы требования сотрудников? Нет, я не отказываюсь. Я не отказываюсь. Но я принимаю участие в процессе. Зафиксируйте, пожалуйста. Набери кончи Адвокатов, адвокатская палата Я Республики сейчас тогда Крым, звоню своему адвокатский президенту, кабинет адвокатской Азаматов, палаты Республики адвокатский Крым, и кабинет сообщаю о том, что Авамилева, вы задерживаете меня. момент наших профессиональных деятельностей Вы пройдете с нами? задерживают. Пройдем. Вы не являетесь участником, вас еще не допустили к участию. Пройдемте. В смысле так не допустили? Пройдемте, пожалуйста. Я подал ходатайство. Пройдемте, пожалуйста. Я подал. Алло, Елена Андреевна, здравствуйте. Я вас уведомляю о том, что ко мне сейчас и к адвокату Авамилева имени Родионовне подошли сотрудники полиции ЦП. Говорят о том, что в отношении нас они собираются составить протокол, и мы задержаны. При этом мы прибыли и издали ордера и ходатайства в судебное заседание для участия в судебном заседании. То есть идет воспрепятствование адвокатской деятельности, нарушение прав адвокатов. Елена Андреевна, вот только что подошли ко мне сотрудники, представились, ведется видеосъемка сотрудников и сотрудниками возле Центрального районного суда города Симферополя. Прибыл по делу в отношении Шейхмамбетова. Дело в отношении Шейхмамбетова у нас два других адвоката. Я понял. Я вам еще Адвокат не ограничивает. Как защитники. вас еще не допустили. Да, сдали ходатайство о допуске и о предоставлении мне материалов. Не умничайте, товарищ сотрудник. Вкусно, да, вкусно. Давайте мы доберемся для начала. И они пока отказываются составлять протокол задержания. Давай. Сейчас Мы, когда подъехали к зданию Центрального районного суда на улице Турецкой, для того, чтобы оказывать юридическую помощь Назиму Шейхмамбетову, которого вчера задержали, и он провел ночь в комнате для административно задержанных в Центральном ОП. Сейчас должен состояться суд. Прибыли адвокаты для того, чтобы оказать квалифицированную юридическую помощь, предоставили ордера. Однако, когда мы находились и консультировали, так скажем, обсуждали дело, по которому будем защищать Назима Шейхмамбетова вообще, Авамилева, имени Родионовна и Айдер Азаматов участвовали в этом обсуждении. Подошли сотрудники ЦП и также их задержали. Сейчас они доставляются в Центр по противодействию экстремизму на Богдана Хмельницкого, 4. Там в отношении них тоже сказали, что будут составлять протоколы. Мы уже знаем, по какому эпизоду. Это эпизод 26 октября 2022 года, 2021 года, я извиняюсь. Это когда эти адвокаты прибыли в отдел полиции Центральный для оказания квалифицированной юридической помощи задержанным лицам, которые были задержаны как им инкриминировали, на акции в поддержку красногвардейской группы Хизбут Тахрир. Там было порядка 20 человек. И также в этот день еще в отношении Семидляева и Эдема были составлены 2 протокола за неподчинение сотрудникам полиции. Поэтому эти адвокаты там, оказывая помощь, после того, как они эту помощь оказали, они вышли и комментировали ситуацию, которая сложилась на тот день. И получилось, по этому эпизоду этих адвокатов сейчас задерживают, и в отношении них будут составлены также админпротоколы по статье 20.2.2. Это я так подразумеваю и с большей вероятностью.
так как был составлен протокол вчера в отношении Шейхмамбетова Назима Нуриевича. Вот, считаем, что это, естественно, давление на адвокатов, на тех адвокатов, которые участвуют в делах, так скажем, по терроризму и экстремизму, а также тех адвокатов, которые защищают своих единоверцев и соотечественников, рискуя вот так вот, получается, своей профессиональной деятельностью. О том, что наши коллеги, адвокаты Азаматов и Авамилева задерживаются сотрудниками ЦП, нами были уведомлены секретарь и помощник судьи. У них же мы узнали, что ордера на осуществление защиты Шейхмамбетова уже находятся на столе, и мы видели на столе у помощников судьи есть входящие. То есть суд извещен о том, что вышеуказанные адвокаты намерены были принимать участие в защите своего подзащитного Шейхмамбетова, нашего коллеги. Это мы считаем наши народные защитники, наши народные адвокаты, которые нас защищают. Как показывает практика, они предъявляют, инкриминируют, что незаконное скопление людей, хотя они по своему служебному долгу вынуждены общаться. Там немыслимые причины, однако мы, как наши отцы показали, научили нас, и мы этим же путем идем, ненасильственно, мирно, не будем отступать, потому что мы считаем, и это факт, это несправедливо, это незаконно. Они используют уже любые поводы, мыслимые и немыслимые. И мы верим, что сила и победа в правде, как бы долго эта борьба не продолжалась, мы никогда не согласимся с этим положением. Не знаю, чем они хотят этим показать, испугать нас, но испугать этим нас, я думаю, не смогут, но это показывает всю абсурдность ситуации, которая происходит у нас в Крыму. Тот весь беспредел, который чинит в отношении моего народа, в отношении крымских татар, крымских мусульман. И я думаю, когда-нибудь наступит этот конец этому. Иншаллах, мы дождемся этого момента, когда все закончится. Одновременно выразить свой протест, свое несогласие против таких противоправных действий со стороны правоохранительных органов. Я думаю, что те суды, которые проходят по политически мотивированным делам, где людей обвиняют по очень тяжелым статьям, дают им очень серьезные сроки, причем без каких-либо серьезных доказательств, это уже дело непростое для судей. Но в то время, когда на этих судах присутствуют адвокаты, которые грамотно, аргументированно пытаются защитить этих людей, эти адвокаты, вообще их присутствие, их упорство в этом деле, оно очень сильно мешает, на мой взгляд, судебным органам, очень сильно злит их. И, скорее всего, они таким образом им просто вымещают, наказывают их за это, за то, что они занимаются своей профессиональной деятельностью, за то, что они имеют такую правильную, достойную, смелую позицию в это сложное время, защищать представителей своего народа, бороться за них, бороться за их права.